В данной видеолекции мы подробно рассмотрим гендерный анализ, который является главным инструментом гендерного бюджетирования. Итак, что же такое гендерный анализ? Это анализ программ, финансируемых из бюджета, и оценка того, насколько их меры удовлетворяют потребности различных групп женщин и мужчин. Также этот вид анализа позволяет ответить на два главных вопроса. Первый. Какое влияние отраслевых политик осуществляют на гендерное равенство? А также мероприятия программ и расходы бюджета, направленные на их осуществление, усиливают или ослабляют гендерное равенство. Задачей этого анализа является выявление всех различий между женщинами и мужчинами, исследование причин и следствий этих разногласий для надлежащего реагирования на них. И самое важное, гендерный анализ должен опираться на факты, а не на предположения. Почему мы должны применять гендерный анализ при планировании и реализации программы и расходов? Существует мнение, согласно которому равенство рассматривается как одинаковое отношение ко всем, одинаковым способом, независимо от личных обстоятельств. Такое мнение исходит из убеждений, что все люди уже равны, и поэтому справедливо одинаковое отношение для всех. Однако такой подход игнорирует различные физические, социальные, экономические характеристики и жизненный опыт женщин и мужчин, так же, как и особых групп женщин и мужчин, в том числе людей с ограниченными возможностями, представителей и представительниц меньшинств. В то же время равенство означает обеспечение всем людям, независимо от пола, возраста, инвалидности, места жительства, социального происхождения или других признаков, равных возможностей, доступа к результатам реализуемого политического курса. Гендерный анализ является процессом оценки потенциального различного воздействия, оказанного на мужчин и женщин соответствующим политическим курсом, программами или законодательством. Также под гендерным анализом понимается сбор и анализ данных, разделенных по признаку пола, возраста, места проживания, с целью выявления разницы влияния действий на женщин и мужчин, а также разницы положения женщин и мужчин, последствия гендерных ролей и обязанностей, а также качественный анализ, который помогает выяснить, как и почему возникли эти отличающиеся роли, обязанности и последствия. Одновременно гендерный анализ позволяет увидеть и сравнить, каким образом и почему политические, социально-экономические или другие факторы влияют на женщин и мужчин. Гендерный анализ не исключает и не подменяет собой другие формы анализа. В связи с этим от специалистов не требуется заменять обычный процесс анализа новым. Необходимо только, чтобы гендерные факторы или аспекты стали его частью. Гендерный анализ включает в себя следующие шаги. Это выявление проблемных групп, разграничение внутри группы по степени вовлечения в проблему. Это по возрасту, месту проживания и другим факторам, а также анализ и определение факторов управления проблемной ситуацией в разрезе опыта различных социальных групп, определение наличия ресурсов и институциональных изменений и стратегий для решения проблемы. Также этот анализ есть базовой составляющей внедрения гендерного подхода при разработке нормативно-правовых актов. Гендерный анализ дает возможность определить фактическое положение женщин и мужчин или их групп, выявить их потребности и интересы в соответствующей сфере или отрасли, или же решение проблемы, для устранения которой готовится нормативно-правовой акт. Определить прямое или косвенное влияние нормативно-правового акта, программы на различные группы населения. Гендерный анализ подчеркивает различия между женщинами и мужчинами, девочками и мальчиками с точки зрения относительного распределения ресурсов, возможностей, ограничений и полномочий в конкретном контексте.
перед любым политическим или программным вопросом, принимая какие-либо решения и планируя государственные, служащий должен проанализировать ситуацию с гендерными разрывами в определенном контексте и определить ожидаемые результаты. Проведение гендерного анализа позволяет разрабатывать самые подходящие ответные меры для устранения гендерного неравенства и удовлетворения нужд различных групп населения. Также этот анализ включает информацию о женщинах и мужчинах, девочках и мальчиках с точки зрения разделения труда, ролей, обязанностей, доступа к ресурсам и контроля над ними, а также относительного состояния и положения в обществе. Этот анализ включает и другие социальные переменные, такие как возраст, место проживания, инвалидность, социальный класс и многие другие. Например, если посмотреть на первый взгляд нейтральный сектор политики, такой как транспорт, более пристальное рассмотрение выявит существенные различия между женщинами и мужчинами в способах использования и доступу к общественным и частным транспортным средствам. Хотя женщины реже мужчин имеют доступ к личному автомобилю, они чаще пользуются общественным транспортом. Следовательно, женщины более всего выиграют от улучшения доступности общественного транспорта и повышения его качества.